Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, как в огне в собственной квартире погибла 93-летняя женщина. Темнота, я не могу понять, ничего. И дым такой яркий. И почему при возможности спастись она зашла в самое пекло. Покажем оглашение приговора жителю Зеленодольска, обвиняемому в убийстве 2 человек. Здесь будете воспользоваться помощью адвоката. И какую роль тут сыграла кошка. А также хроника дорожных происшествий. Это и не только. Прямо сейчас. 93-летняя женщина погибла на пожаре в квартире дома по улице Чишмеле. За несколько минут до трагедии она постучалась в дверь к соседу и попросила о помощи. Мужчина хотел потушить огонь сам, площадь была небольшая. Но прямо перед ним пенсионерка зашла обратно в горящую квартиру и закрыла дверь. Мужчина был последний, кто видел женщину живой. Один из первых, кто узнал о пожаре, сосед пожилой женщины Александр. Все зовут его дядя Саша. Именно к нему и постучалась 93-летняя пенсионерка с просьбой о помощи. В коридоре ее квартиры горели вещи. Площадь была небольшая, и мужчина хотел сам потушить возгорание. Сложности никакой не было. Побежал в ванную набрать воды, пенсионерка осталась на лестничной клетке. Но когда он вернулся с ведром, она зачем-то зашла обратно к себе домой, в самый эпицентр пожара. Не смог ее. Она обратно пошла, получается? Да. Вот эту дверь я не мог открыть. А, вот эту? Да, я скинул ребятам ключи вон. Угу. А почему не получилось? Закрыто да? Было? Закрыто было? Что? Света нет. Не горел уже свет. Темнота, я не могу понять, ничего. И дым такой яркий. А вы сами не пострадали, нормально? Ну, не дышали? Чувствуется, дышался. Прибывшие на место пожарной обнаружили пожилую женщину внутри квартиры. Ее передали медикам, однако врачам спасти пострадавшую не удалось. Пенсионерка надышалась угарным газом. По рассказам соседей, у нее есть родственники, но жила пенсионерка одна. Родственники, когда пенсию получаете. У пожилой женщины, добавляют жители дома, были проблемы со слухом и с координацией. О причинах произошедшего соседям остается только гадать. Может быть, она маме еще что-то, свечки, говорят, ставила. И то ли уснула, то ли что-то. В общем, она угорела. Точную причину возгорания установят уже пожарные дознаватели. Пока лишь ясна только площадь пожара. Она составила 1 квадратный метр. Рамиль Шайдуллин, Айрат Азипов, Наиль Абдуллин. Вызов 112. А в Альметьевске пожар унес жизни 2 пенсионеров. По данным МЧС, в квартире дома по улице Ленина загорелась вытяжка на кухне. Прибывшие на место пожарной обнаружили тела 83-летнего хозяина и 86-летней хозяйки квартиры. Медики констатировали их смерть. Причина пожара выясняется. Всего с начала этого года в Татарстане ликвидировали 1895 пожаров. Из огня спасли 267 человек. Сегодня в России отмечается День пожарной охраны. Мы поздравляем огнеборцев с профессиональным праздником. Житель Татарстана погиб во время страшной аварии в Кайбецком районе республики. Трагедия произошла накануне в 9 часов вечера возле села Эбалаково. Как рассказали очевидцы, мужчина за рулем «Лады» не справился с управлением, машина вылетела на обочину и врезалась в столб. Удар пришелся на пассажирскую сторону, но был такой силы, что шансов выжить у водителя практически не осталось. Прибывшие на место медики констатировали смерть 32-летнего мужчины. 3 человека пострадали в крупной аварии на трассе в Тукаевском районе республики. Там столкнулись «Хендай» и «Лада». Иномарка ехала в сторону набережных Челнов. В какой-то момент водитель захотел свернуть с основной дороги налево в деревню Старые Ярыклы. В этот момент в него врезалась «Лада», которая ехала сзади и выехала на встречную полосу для обгона. От удара отечественная легковушка вылетела в кювет и несколько раз перевернулась. В ней пострадали водитель и 2 пассажира. Их увезли в больницу. В иномарке никто не пострадал. Верховный суд Татарстана вынес приговор 51-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве 2 человек. Как рассказал на первом допросе подозреваемый, сделал он это, защищая своего кота. Якобы его собутыльники после того, как поссорились с хозяином, стали пинать животное. Этого мужчина стерпеть не мог. Но потом уже на судебном следствии показания изменил и пожелал, чтобы его судили присяжные. Какую историю он рассказал на суде и поверили ли ему заседатели, расскажет Елена Саляхова. Здесь будете воспользоваться помощью адвоката. Судебным следствием и скамьей подсудимых 51-летний Эдуард Зиганшин знаком хорошо. Был судим за побои, отсидел 3,5 года. В этот раз обвинение куда более тяжкое – убийство 2 человек. А вы чья мама? Мурзакулова.
Ему сколько лет было? 30. О смерти своего сына женщина узнала в августе минувшего года. Мужчину нашли в квартире одного из домов в Зеленодольске. Он истекал кровью. Доставили в больницу, но медики оказались бессильны. От полученных ран он скончался. Рядом с ним нашли уже бездыханное тело его приятеля. На нем эксперты потом нашли несколько ножевых ранений в грудь, голову и шею. Искать подозреваемого долго не пришлось. Хозяина квартиры задержали. Тогда, по данным следствия, он отрицать ничего не стал, а свои действия он объяснил защитой своего кота. Якобы гости его пнули, и сдержать себя он не смог. Он извинился хотя бы? Извинился. Извинился, да, Попросил прощения. А вот эту версию он говорил, что якобы там его кота пнули из этого. Нет, это неправда. Однако в суде про своего кота мужчина не вспоминал. Версия произошедшего была уже другой. В тот вечер, как он рассказал на судебном следствии, к нему домой пришли 3 приятелей. Выпили, и когда один из них ушел за добавкой, хозяин квартиры заметил пропажу денег. Началась ссора, во время которой, как уверял подсудимый, приятели стали его избивать, а схватился за нож только ради самозащиты. Единственной надеждой на оправдательный вердикт стали присяжные заседатели. Ну и те были единогласны. Мужчина виновен, но не в превышении пределов необходимой обороны, а в убийстве. Верховный суд республики, основываясь на вердикте присяжных, вынес Эдуарду Зиганшину приговор – 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Елена Саляхова, Наиль Абдулин. Вызов 112. В Казани сотрудники транспортной полиции задержали 20-летнего молодого человека во время закладки им в тайнике свертков с наркотиками. Один из них он прикрепил к металлической конструкции около остановочной платформы пригородных электропоездов. Его изъяли, экспертиза установила, что порошок внутри не что иное, как синтетический наркотик массой больше грамма. Это крупный размер. В ходе личного досмотра у молодого человека обнаружено еще 26 свертков с тем же веществом, массой уже 30 граммов. 24, 25, 26. В телефоне задержанного были указаны все места, где он уже сделал закладки. Один из них также нашли. Сам молодой человек рассказал, что наркотики получил также бесконтактным способом через специально оборудованный тайник. Своего работодателя он никогда не видел. Здесь фотографии и вся переписка по поводу данной работы. Да. В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Теперь молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы. Суда он будет дожидаться под стражей. В Нижнекамске 29-летний молодой человек напал на карету скорой помощи, вызванную специально для него. Мужчина лежал на земле без сознания, а прохожие вызвали ему бригаду медиков. Но как только автомобиль заехал во двор, он вскочил и стал биться головой в окно и дверь. Нафиса Минязова о последствиях. Этот спарринг мужчины с автомобилем скорой помощи завершился, пожалуй, ничьей. У человека разбита голова, у машины стекло и помята дверь. Но этого боя жителю Нижнекамска было мало. На второй раунд он стал вызывать фельдшера. Ну давай, садись. Как рассказали очевидцы, скорую помощь вызывали как раз для этого мужчины. Он лежал без сознания. Прохожие захотели ему помочь, но как только во двор приехали врачи, он вскочил и пошел на таран. На подмогу пришлось звать полицию. Отпусти руки, жмет! Руки отпусти! Руки отпусти, не могу! Этот автомобиль сейчас вынужденно простаивает. Автопарк подсчитывает ущерб. Только после этого скорую можно будет отремонтировать. Убытки, вероятно, придется компенсировать самому нападавшему. К слову, кареты скорой в Нижнекамске обновили всего 2 года назад. В отношении 29-летнего молодого человека составлен протокол за мелкое хулиганство. Сейчас он отбывает административный арест. Нафиса Минязова, вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 898 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.